инвалидов по зрению Ставрополя выделят 2 миллиона рублей. Из бюджета уже направлены средства на закупку специальных ноутбуков, телефонов и приборов для незрячих пациентов. В текущем году для данной категории были выделены средства в размере 1 миллиона рублей. В настоящий момент в регионе проживает около 6 тысяч инвалидов по зрению. С 1 января 2015 года Министерство социальной защиты населения Московской области передаст полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в региональное отделение Фонда социального страхования. Изменения никак не повлияют на качество и доступность предоставляемых услуг. В Ростовской области проведут всероссийскую антинаркотическую акцию под лозунгом «Сообщи, где торгуют смертью». Инициатором выступила Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Рассказать о том, где торгуют наркотиками, жители Ростовской области смогут по телефонам 8 863 240 8100, а также 8 863 240 60 70. Акция стартует в ноябре и продлится до конца месяца. По официальным данным, подобная возможность скоро появится и у других областей Российской Федерации. А в 2014 году число наркозависимых школьников, проходящих реабилитацию в Москве, увеличилось на 23%. По словам экспертов, рост числа реабилитантов не говорит об общем увеличении зависимых, а обращения в реабилитационные центры прежде всего связывают с высоким уровнем информированности столичных граждан. Национальная ассоциация реабилитационных центров провела методический семинар. Он был посвящен опыту организации сообществ ресоциализации в Дании. В ходе семинара состоялось обсуждение оригинальной программы, которая уже более 15 лет успешно реализуется в Европе. Ведущая семинара, руководитель Центра индивидуальных программ реабилитации НАРЦ Ирина Кутянова, отметила важность выработки новых форм организации постреабилитационного сопровождения наркозависимых. Такой маленькой Дании это очень востребовано, то есть там каждый день приходит 600 человек учиться в эту школу. Насколько это востребовано? Это в благополучной европейской стране. Нужно вот это тоже понимать. То есть у нас немножко отличается все-таки уровень жизни, там, уровень благополучия, уровень здоровья там, да, и так далее, социального, медицинского обслуживания там, и так далее. Вот, и насколько вот больше, да, людям нашим, да, может быть, необходим был бы вот такой комплекс или такие комплексы в крупных городах России.